Вопреки распространенному мнению в большинстве западных культур, ислам является религией, которая проповедует мир и терпимость. Да, Патриция. Если ислам действительно религия, которая проповедует мир, тогда как же те из наиболее неспокойных точек мира, западный берег реки, Иордан, Афганистан, Пакистан, Иран, все страдают от исламского терроризма? Это зависит от вашего определения терроризма. Некоторые расценивают вторжение США в Афганистан и Ирак так же, как террористические акты. Нет, это военные действия, чтобы избавиться от деспотических режимов, или способ получения нефти в другой стране. Теория заговора? Можно мне? Да, пожалуйста, давай, Рияз. Господин Хан прав. По-моему, если говорить о террористах, крупнейшие террористы — белые сверхдержавы. Боже мой. Нет, правда, задумайтесь об этом. Объясните 9.11. Ладно. Знаете, сколько человек погибло при взрыве башен-близнецов? Около 3000. А знаете, сколько людей погибло в результате бомбардировок в Афганистане? Попробуйте догадаться. Более 15 тысяч человек. И это только официальные данные. Около 50 тонн взрывчатки было сброшено на невинных гражданских лиц. Мужчины, женщины, дети. Да, но это было потому, что Талибан... Теперь, когда вы говорите это, знаете ли вы, что Талибан был создан ЦРУ, чтобы воевать с русскими? В любом случае, они укрывали террористов. Точно, террористы, которые никогда не были найдены. Так же, как и оружие массового уничтожения, которое не нашли в Ираке. А знаете общее количество погибших в Ираке? 500 000 гражданских лиц. А что сказали Америка и Великобритания, когда не нашли оружие? Всего лишь только «простите», и до сих пор отказываются уступить контроль над этими странами. На что намекаете? Говорю, что вы, американцы, носите костюмы и выбираете президента. Это делает и вас террористами тоже. Говорю, если не прекратите вмешательство в другие страны, будете сталкиваться с негативной реакцией. Если мусульмане, как вы, думают так же, почему бы вам не покинуть нашу страну? Мы сделаем это, как только вы оставите нашу.